Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы с вами погадаем на кофейные гуще. Как я и обещала, я хотела вчера записать, но уже не было никаких сил. Очень много вчера было работы, а вот сегодня тоже много работы, но я записываю специально, все приготовила, все сделала, да, вот кофейную гущу. На 3 месяца, да, что вас ждет в ближайшие 3 месяца. У меня есть особые любители этого гадания, даже написали в личку, что когда будет гадание на кофейной гуще. И вот вам нужно выбрать свое сердечко. Да? Может сердечко, может кружечку по внешнему виду, может по блюдечку, не знаю, как хотите. Выбирайте, значит, и будем с вами гадать. Вот. И я начну с красного сердечка. Что вас ждет в ближайшие 3 месяца. Сначала мы с вами... Ой, что у меня такое? Сначала мы с вами обсуждаем, значит, прошлое, да, немножко и настоящее. И потом уже с вами обсуждаем, значит, будущее, да. Что вас ждет там в ближайшие 3 месяца. Итак, надеюсь, что вы выбрали уже, да, и вот красное сердечко. Я люблю включать вспышку, потому что, несмотря на включенный в комнате, значит, свет, плохо видно, да. Поэтому я вот всегда вот так делаю на камере, включаю дополнительную лампочку, вспышку, да, чтобы было вам лучше видно. Вот, значит, у вас ваша кружечка номер 1, вот такая вот странная, интересная, и уже какая есть, такая есть, как говорится. Итак, значит, давайте посмотрим сначала ваше прошлое, настоящее, да. Вообще, что, может быть, в прошлом влияет на настоящее? Это у нас все, что находится у ручки, да, вот именно вдоль ручки, как вы знаете. Итак, мои дорогие, что я тут вижу? Ну, во-первых, как профиль, да, вот мужчины какого-то. Вот тут вижу профиль мужчины и как луна, да. Может быть, вы действительно от луны зависите. Во многих народностях луна – это как раз-таки мужчина, а солнце – женщина, да. А в основных каких-то наших привычных нам верованиях все наоборот. Мол, женщина – луна, а мужчина – это солнце. Но я здесь, знаете, как вижу, да, что все равно, может, это или ваша зависимость от луны, или мужчина, связанный с луной. Ну вот что-то такое, вот что-то такое. Вообще с луной у нас кто связаны? Знаки зодиака воды, раки особенно, да? Вот. Но в любом случае, вот мужчина, вот его профиль, я вижу его. Человек влиял на вашу жизнь и влияет сейчас, может, даже до сих пор, да, может, присутствует как-то энергетически или фактически в вашей жизни. Вот здесь я прям вижу даже вдоль ручки, если смотреть, сердечко такое. Все равно у вас как минимум была любовь. Даже если сейчас нету, то была. А вот это, вот я не знаю почему, но мне напомнило УЗИ. Вот знаете, вот я много раз видела УЗИ, когда делают на беременность УЗИ, да, такой экранчик. Вот очень похоже почему-то вот это на экран УЗИ. Может, у вас есть ребенок, или как бы вы хотели ребенка, или беременность была, если вы женщина. А если вы мужчина, ну тоже у вашей там дамы сердце, дети, да, там ребенок. Может, у вас общий ребенок, да? Вот тут вот мне напоминает рисунок корень мандрагоры. Мистика какая-то могла происходить в вашей жизни, что-то мистическое. А может, даже черная магия была задействована. Но также напоминает легкие. Вот честно, вот рисунок легких, может, видели когда-нибудь? Может быть, у вас было легочное заболевание какое-то тяжелое? Или у вашего близкого человека? Что-то с легкими здесь. Может, по наследству даже или как. Ну, заболевание, может, какое-то было. Но не говорю, что это вас сейчас беспокоит, но это влияет на вашу жизнь в любом случае. Вот тут глаз. Значит, у вас есть дар ясновидения. А вообще так вот по глазу может за вами кто-то присматривать, родственники присматривать. Да, вот, как сказать, наставники рода. Хорошо, идем дальше. Значит, вот тут у нас любовная тема, что вас ждет в любви в ближайшие 3 месяца, да, мы смотрим. Вот тут прям сердечко, вот опять вижу, видите, сердечко. Любовь у вас будет в ближайшие 3 месяца. То есть и тут сердечко, 2 сердечка, да. То есть видно, что много сердечек, значит, в любви вам повезет. Вот рядом вижу, с вами будет опять профиль человека. Если вы женщина, это профиль вашего мужчины. Но он, значит, такой важный человек. Вот когда вообще человек появляется в кофейной гуще в профиль, это значит, он, знаете, такой
как на монете, да, печатали императоров, полководцев. Почему? Печатали именно в профиль, да, это как бы считается такой темой, как гордость, уважение. И, конечно, такой человек может занимать высокое место где-то, вот, да, там, какую-нибудь начальную должность или там военную должность или еще что-то. Если вы мужчина, у вас может быть высокое положение в жизни, но ваша женщина будет достойна вас. Она будет вас поддерживать, у вас будут серьезные отношения. И может быть даже вот такая вот крепкая семья, да? Крепкая семья. Вижу черного цвета многовато, значит, многие завидуют, могут даже пытаться там магию черную там применять и все, но тут видно крепкую пару, в которой выделяется мужчина главный, да? Я вижу дорогу здесь, дорогу, вот совместное путешествие, дороги или дорога друг к другу. Вполне такое может быть. Давайте перевернем, посмотрим, что еще у нас тут есть. Что еще у нас тут есть? Так. Вот здесь вот вижу, как будто стоит человечек и чего-то ждет в свете, не знаю, там, например, фонаря, да? Вот как будто вас кто-то ждет уже вот в личной жизни, чтобы было развитие личной жизни. Вот как будто идет разговор. Между вами будет много разговоров, да, каких-то. Может, даже не один разговор, ну или один решающий, может быть, или много разговоров. С любимым человеком будете беседы вести, да, какие-то в ближайшие 3 месяца. Так, смотрим, что еще тут у нас есть. Вот тут вообще вижу, как будто люди, да, вот как 4 или несколько человек танцуют, что-то общаются. Может, вы с любимым человеком в ближайшие 3 месяца пойдете на какой-то праздник, вечеринку какую-то, да? А вот здесь как будто люди сидят друг напротив друга, ну, не знаю, едят в ресторане. В ресторан будете ходить. Ну, тут так интересно, прям картины такие вот, как люди общаются. Общение, такое живое общение. Постоянно, то есть вы на связи, ну, как вот общаетесь. Может, даже, знаете, как тут высшие силы через чашку передают, что вы много общаться просто будете, взаимодействовать, там, ходить вместе, постоянно куда-то ездить, там, да, что-то вот активные отношения. Хорошо. Это у нас финансовый сектор на 3 месяца. Работа, финансы, бизнес, все, что с этим связано. Вот сначала немножко так темновато, да? Ну, вот как будто проблемки чуть-чуть. Ну, их видно, да, тут, что есть чуть-чуть проблемки. Но при этом вот я вижу, как будто существо какое-то бежит. Ну, вот не знаю, как дракон, может быть, да? Или, может быть, какое-то вот дивное существо, диковинное. Какое-нибудь, ну, вот как, знаете, мифические даже существа. С когтями там, такое быстрое, сильное существо. Это знаете, о чем говорит? Много беготни будет, но и силы много будет, да? И опять же, может покровитель какой-то быть, с которым нельзя ссориться. То есть в работе, в бизнесе не ссоритесь ни с кем, уважайте, да, вот если вас кто-то поддерживает, даже если человек окажется чуть грубоватым, мужчина или женщина, это не важно. А вот тут вижу уже фигуру как мужскую, да? Все-таки какой-то мужчина тоже явно важен здесь. Вот здесь вижу льва. А лев — это может быть знак зодиака чей-то. Кто-то с знаком зодиака лев важен в вашей работе. И вообще львиная сила, да? Львиная сила. То есть потом набирайтесь силы, набирайтесь энергии для прыжка вперед. То есть прорыв явно идет в ближайшие 3 месяца, да, прорыв. В работе, в бизнесе, в деньгах прорыв. Может, даже, знаете, рост по карьере там, или просто привлекаете какого-то очень хорошего клиента, если у вас свой бизнес. А тут как будто лягушки прыгают. Вот. Мне как кажется, тут как лягушки прыгают. А лягушки — это символ богатства и процветания. Вообще вертлявость такая у них всегда. Почему вообще в Китае лягушка — это богатство, да? Ну, потому что лягушка, она очень живучая, прыткая. Она не просто так вот, как сказать, она очень предприимчивая лягушка. И она умеет накапливать энергию, то есть умеет ждать, когда накопится. То есть она не такая прям импульсивная, она может уметь, как говорится, подождать, если это надо, да, если это надо. А где надо, действовать, да. Вот тут я вижу, опять же, большую птицу,
ну, как или кто-то, да, дракон или птица с клювом, ну, как-то так смотрит, видите? Новостей много будет, да, каких-то сообщений, может, от больших людей или предложения от каких-нибудь больших людей, да, совместный бизнес, там, сотрудничество. Вот кто-то вообще как крупная фигура какая-то, да, мистическая крупная фигура. Может, это человек, у которого очень такой ого-го характер, да, у правителя. Ну вот, может, это вы такой правитель, да, а может, это вот вы под чьим-то началом будете работать, но это очень важно. Почему? Потому что вот что-то покровительство может добавить вам очень большие финансы. Здесь вижу сердечко, даже в работе, в бизнесе, в деньгах. А это значит, что вы идете по пути своего сердца и много можете зарабатывать. Опять вижу птицу, которая сидит на ветке. Вот опять новость, да? Еще новость какая-то, еще какое-то предложение может быть. Вообще, какие драконы или вы иногда, да? А вот здесь даже иногда похоже вот на фигуру такую, как козерог может быть, да? Вот лев, знак зодиака, лев, да, дракон, год дракона, козерог, знак зодиака. То есть, может, это люди вот важные в вашей жизни, вот в рабочей, в финансовой, в бизнес. Может, кто-то из них вы. Ну, вот я вижу, что нравится то, что вы делаете. Вот вам в ближайшие 3 месяца прям нравится будет то, что вы делаете. А вот так, если перевернуть еще скорпиона, вижу здесь. Вот скорпион прям, смотрите. Тоже опять человек со знаком зодиака скорпион. Видите, какая у вас команда тут подобралась? Так, что еще у нас тут? Какие образы идут? Вы, кстати, свои можете иногда в кружке видеть свои образы, да? То есть это тоже не возбраняется нисколько. Вот тут как будто еще самолет или птица летит. Вообще все летящее, это очень часто означает поездки, куда-то командировки по работе на самолете или даже переезд. Вот. Так. Тут вижу женское лицо. Женское лицо показывает, что с какой-то женщиной можете очень много общаться по поводу работы и бизнеса. То есть женщины тоже здесь какие-то вот очень важные, да. То есть все эти люди могут со знаком зодиака, там, с годом. Это не только мужчины могут быть, и женщины. Так. Это, как вижу, как букву, латинскую букву «Р». То есть почему она здесь? Ну, может, у вас что-то с этим связано, да? Не обязательно с английским, даже иногда и с немецким, может быть, языком. Так. Или французский, испанский. То есть не обязательно даже это все в английском. Тут вот цифру 3 вижу, что-то 3, да? Что-то 3. Так. Тут как буква Т. Т, может быть, что-то на букву Т или Т. А вот тут еще вижу, как кошка или белка. Вот кто вам больше нравится, да? Кошки – это год кота, может быть, кот-кролик, да? А белка – это вот кто-то прыткий, кто-то вот еще может, знаете, вам помогать или быть с вами в одной команде. Подвижный человек, предприимчивый очень. Активный, но не лидер, да? Так, теперь смотрим в доме. Что в доме у вас в ближайшие 3 месяца? В вашем доме. Вы знаете, вот тут темная энергия, много темной энергии собралось. Значит, в доме может быть у вас кто-то потребитель энергии, да, энергетический вампир. Или у вас негативный дом, где лежит негативный предмет, или какая-то наведена, может быть, не очень хорошая энергия, да, там, ну, всякие там черная магия, подклады. Бывает такое. Причем частенько стали так делать. Вот в доме, я говорю, прям как-то совсем темно, но я вот здесь вижу, как будто мужчина и женщина обнимаются. Все равно. То есть, несмотря на темную энергию, все-таки я вижу здесь вот прям, видите, прям стоят руки вот так раскинули как-то счастливые. То есть все равно у вас может быть любовь в доме. Может быть. Но больше я в доме как-то вот ничего не вижу. Честно. Темная энергия и любовь, да? Хорошо, а вот дальше, больше 3 месяцев, если смотреть. Тут, видите, такая дорога жизни, да, открывается, светлая полоса.
То есть позже 3 месяцев у вас прям дорога жизни. Может переезд, может длительная дорога, путешествие, да? Или просто вот жизнь новая какая-то, с чистого листа, или вот как светлый путь. Я считаю, это прекрасно прям получилось. Прекрасно. Ну, вот такой вот ответ у нас сегодня по первой кружке. Хорошо. Теперь, значит, наше розовое сердечко. Кто выбрал эту кружку, да? Итак, значит, осматриваем кружку внимательно. Все равно нужно так немножко осмотреться, да, осмотреться. Какие интересные знаки здесь. Так, и сначала смотрим ваше прошлое, которое влияет на настоящее, и, ну, ваше настоящее. Ну, так у вас, понимаете, идет как будто процесс такой, как очищение, да? У вас проясняется сейчас в жизни, проясняется, открывается дорога. Может, вы куда-то собрались ехать. Уже давно собирались, и вот наконец-то поедете, да? Здесь вот как будто бы на ветке сидит сова. Вот я это так вижу. Кто-то по-другому увидит. Я вижу, на ветке сова сидит. Или филин, да? Сова, филин – это вообще человек. Вот у вас может быть такое желание ночного образа жизни. Вот. Когда вы сова, плохо спите ночью, и вам ночью лучше нравится бодрствовать, а днем как-то вот проще спать, да? Но также это рядом может быть мудрый человек или ваша жизненная, житейская мудрость какая-то. Мудрость. Или есть с кем в жизни посоветоваться. И это уже давно. Наставник рода у вас может быть вполне. А вот здесь вижу крест. Вот прям крест вижу. Крест – это тяжелая судьба, рок тяжелый. Много в жизни было испытаний, трудностей, тяжести какой-то, тяжесть. У вас, вы так оглядываетесь назад, да, сейчас вроде проясняется, но вы считаете, что у вас жизнь, она тяжелая, тяжелая. А вот здесь я вижу астролист, это болотное растение. Астролист – это символ мистический. Мистика, способности у вас есть, да? И также и рядом с ним еще один крест. Кресты – это еще потери могут быть, да? Любимых людей, близких людей. Еще крест вижу, 3 креста. Видите, жизнь-то у вас вся в крестах. Это говорит, что вы могли болеть, у вас могла быть тяжелая судьба, испытания, трудности, вплоть до покушения на вашу жизнь. Или вы были в опасности. Вы вот так, я говорю, оглядывайтесь. Сейчас еще, мол, более-менее. А вот когда раньше, вы прям вспоминаете с содроганием свою жизнь. Так, перевернем. Посмотрим. Я здесь вижу букву М. Вот как ни крути, вот посмотрите. М же. М – это человек какой-то с буквой М, возможно, или город, страна. Вот что М что-то важное для вас вот именно с этой буквой. Может, даже и не одно что-то, а вот несколько, что, понимаете, иногда буква много чего означает. Вот, мол, для этого человека много на эту букву, да? Там еще вижу «С». Видите? А в Италии, оказывается, вот это «С». Для нас «С», а для них «Ч». Ха, как интересно. Не знаю, почему про Италию вспомнил. Может, в вашей жизни вообще важна Италия. Может быть, поэтому я вспомнила. Тут еще буква «Т». Вот «М», «Т», «С». Вот я увидела такие буквы. Так, если люди что-то про себя поняли, давайте смотреть. Личная жизнь в ближайшие 3 месяца. Личная жизнь, вот это вот поле, да. Так, ну и что мы здесь видим, товарищи? Как кто-то заглядывает, да? Ну вот какое-то существо неприятное, как скорпион или таракан. Если скорпион, то это человек со знаком зодиака скорпион заглядывает в вашу жизнь, да? Вот так вот может быть что-то такое не очень
Вот как, знаете, как что-то неприятное от этого символа. Вот такое, знаете, аж передергивает. Аура какая-то. Человек с страшной аурой. Просто жуткий человек. Но заглядывает в вашу жизнь, интересуется вами. Так. Вижу, как будто вот здесь как цветы. Цветы. Но цветы не то, что даже иногда в букете, а как венок, что ли. На голову, знаете, вот плетут венок в поле. Почему-то у меня такая ассоциация пошла. Это надежда. И это даже посвящение какое-то. Вот в некоторых отношениях бывает такое и романтика, и надежда, и посвящение куда-то дальше. Вот как будто отношения у вас будут, которые дают духовное развитие или просто развитие в жизни. Но, опять же, через что-то вот такое возвышенно-романтическое. Вот тут еще букет вижу, но уже в букете. Цветы вам будут дарить, наверное, если вы женщина. А если вы мужчина, сами будете кому-то дарить цветы. Я больше вижу именно такие отношения, где нежность есть вот в этих символах, да. Вот тут как будто вообще летит кто-то, как фея, ангел, не знаю. Вот как видите, волосы развиваются, летит. Вот так вот летают. Почему? Это как от любви летают, да? От любви. Вы будете порхать от любви, летать от любви, да? Вот такая любовь. Как будто что-то вас именно в личной жизни воодушевляющее ждет. Хотя темной энергии тоже много с этой стороны чашки. И я бы сказала, что много кто и завидует, и негативит в ближайшие 3 месяца по поводу вот вашей личной жизни. Кому-то, может, вы переходите дорогу. Вот здесь вот вижу знак зодиака. Знаете, вот как у Козерога есть символ вот такой, вижу знак зодиака Козерог. Так, что еще вижу? Что еще я вижу? Цифра 3. 3 что-то. Вот тут вот знак зодиака Овен. Тоже вижу. Так. Ящерица. Вот здесь как будто ящерица, символ огня. Опять же страсти, да, начало чего-то. Так, что еще? Это столько мелких символов у вас, как будто вам кто-то письмо пишет, да? Может, кто-то писать будет много раз письмо. Или переписываться много будете с любимым человеком, там где-нибудь в WhatsApp. Перезваниваться, переписываться. У вас к концу периода, вот к концу, просветляется в личной жизни, то есть еще идет улучшение. Здесь буква Т, рядом со знаком зодиака Овен. Здесь латинская буква В или какая-то галочка, типа, ага, вот это сделали. Вот здесь вижу то ли 2 руки, тянущиеся друг к другу. Опять же, да, символ, что люди друг к другу тянутся. Но с другой стороны, это как руна Альгиз, только 2 их. А руна Альгиз — это руна защиты. Значит, высшие силы стараются защитить ваши личные отношения. Это интересно прям. Много интересного. Тут еще один знак зодиака, весы вижу. Может, это люди все, которые рядом, знаете, которые общаются, вмешиваются, как-то общаются с вами обоими. Так, теперь в деньгах что у вас тут? В деньгах тоже интересно, такие символы, да, вот. Ну, это же странные, прям странная половина кружки. Вот смотрите, не похожи половины друг на друга, кардинально не похожи, согласитесь. В финансах у вас совсем другая жизнь. Вот здесь я вижу огромный дом, здание, да. Может быть, вы работаете или будете работать в ближайшие 3 месяца в большом красивом здании. А может быть, у себя дома, а это ваш большой дом, да. Может, вы на себя работать будете. Вот тут уже идет просветление, да, но дальше у вас то туда, то сюда. Вот как будто в деньгах, в работе. Какая-то не совсем стабильность. Здесь вижу большую букву Т, а рядом с ней слита буква С. Вот здесь вижу крокодила, который разинул пасть. Это значит, что кто-то с вами конкурирует. Но если вы подружитесь с крокодилом, да, опять же, приручите его, можно его взять на свою сторону. Вот здесь вижу птица.
на утку или на голубя, похоже, у кого как. Вот. Птица – это хороший знак. Знак развития, знак хороших новостей. Так, ну вот этот большой дом, большое здание, да. Опять же, большой дом, большое здание может означать крупный бизнес, крупную работу какую-то, большую работу сделаете, да. А вот здесь вижу вообще как церковь какая-то. Или храмик небольшой. Может, вы будете ходить и молиться за развитие своего дела. А может, ваша деятельность связана с местом, где рядом стоит храм, да? Какой-то храм религиозный. Так, смотрим, что еще у нас тут есть. Вот здесь точно знак зодиака Овен или большая голова козла, да? То есть это уже что говорит? Ну, как знак зодиака Козерог или Овен. Козероги и Овны очень пробивные люди, поэтому всегда означает успех в бизнесе. Вот здесь человек какой-то стоит с рогами. И с рогами, как у оленя, значит благородный. Благородная личность может помогать вам в работе, в бизнесе, в вашем труде. Вот здесь вижу человека, который уже куда-то побежал. Причем побежал как-то с тяжестью, снаряжение, может, с рюкзаком. Это говорит, что много побегать придется, да, в ближайшие 3 месяца. Так переворачиваю, и летит орел. Орел – это очень хороший символ роста, да, развития. В карьере будет развитие, но и также полеты. Еще одну птицу вижу большую. Вы можете куда-то 2 раза слетать, даже на самолете, или съездить просто далеко. Интересно. Интересно. Вот тут вижу сердце, значит, работа вам ваша по сердцу. А вот здесь вижу ангела, значит, и высшие силы благословили вашу работу. Или бизнес, или деньги, денежный канал. Каждый работает по-своему, это не важно. Важно то, что человек старается. Человек делает то, что ему нравится, и то, к чему он приспособлен. Это очень хорошо. Так, теперь что у вас в доме будет? В ближайшие 3 месяца что в доме? Вот здесь вижу как будто 2 фигуры, стоящие друг напротив друга. Большей частью в вашем доме будет находиться 2 человека. Так. Но это не всегда столько, сколько живет людей. Нет. Это чаще всего именно те, кто находится больше дома. В доме может много людей жить. Вот у нас живет 3, но одного не поймаешь. Ну, потому что он молодой. Хочется гулять. Хочется где-то быть с друзьями, да? Не поймаешь. Дома увидеть это, я не знаю, про события. Прям-таки настоящее. Это у вас может такое быть. Но 2 в доме друг напротив друга общаются, сидят, разговаривают. Но в доме темная энергия. Вам не нравится этот дом? Или эта квартира? Или энергофон этого жилья? Можно очистить. Я думаю, что вы даже попытки будете предпринимать, очистить пространство или структурировать его. И дольше 3 месяцев что происходит, да? Дольше. Я почему-то вижу полет над горами. Вот не знаю, прям горы, горы, горы. Может, вы куда-то в горы полетите или поедете. Что-то связано с горами или местность, где вы живете, гористая. Позже 3 месяцев вы будете в гористой местности. Вот тут бежит олень. Это значит, что у вас будет благородство, рядом благородный человек, возвышение в жизни. А вот здесь вижу воздушный змей или скат. Скат – это вообще мистическое существо, которое показывает, что в жизни могут происходить необычайные вещи. А вот если воздушный змей, то это мечта, исполнение мечты и желания. В принципе, пространство светлое, да, больше вот позже 3 месяцев. Значит, и вы будете в более светлой полосе жить в жизни. То есть у вас в жизни будет после этого еще больше улучшений. Ну и вы постараетесь, я вижу, за 3 месяца вы много постараетесь, я это увидела четко. Ну, такой ответ у вас по 2 кружке. Я тут уже немножко в кофе влезла. Видимо, где-то заморала. Так, хорошо. 3 сердечко у нас голубое. Вот такое. Уронила. Все как всегда. Это же я, да? Так. Многие меня очень осуждают, если я смеюсь. Это так странно. Я очень люблю смеющихся людей. И не люблю плачущих. Так, ну вот наша 3 кружка – это вообще шедевр. Вы посмотрите только на эти картины, которые у нас тут есть. Ну это же вот просто шедеврально. Вот посмотрите. Давайте описывать это все дело. Номер 3, да? Наше голубенькое сердечко.
Вот здесь у ручки мы сначала смотрим прошлое и настоящее. Да, вот прошлое, которое влияет на настоящее, и настоящее. Что тут у нас у ручки есть? Человек вы светлый, у вас много светлой энергии сейчас. Здесь вижу, как лицо чье-то. Кто-то на вас прям смотрит и не налюбуется. Ну, сам тоже этот человек светлый, да? Это же не темное лицо, светлое. Вот, может, кто-то вообще блондинистый рядом с вами, да? Или вы сами с светлыми волосами. Вообще кто-то, вот, может, светлая душа на вас вот никак налюбоваться не может. Кто-то влюблен в вас, наверное. А здесь вижу, как будто кто-то сидит, как ребенок сидит где-то, или небольшой человечек. Ну вот, или хвостики, если девочка с хвостиками может такой быть, да? Или если это колпак шута, ну тогда кто-то очень простой, веселый, но и не сильно ответственный может на вас влиять с прошлого. Ну, такой сидит одинокий, грустный. Почему-то мне показалось. Или девочка одинокая, грустная, с хвостиками. Почему такое, как одиночество сквозит в фигуре, и все тут? Даже жалко. Так, давайте перевернем. Тут вижу такое, как белый бык или белая корова. Вы знаете, что это очень, очень священный символ, особенно для индусов. Белая корова. Вы знаете, что это бог, богиня, да? И идет благословение высших сил, когда вам такой символ. Неважно, какой вы религии, но вот это очень серьезный символ. Говорят, что Шива вышел из большого уха коровы. И есть специальная пещера в Гокарне, где, как говорят, и Шива-то и вышел. Да? Пещера создана природой в виде коровьего уха. Туда многие залазят, и там сидят и молятся. Очень интересное место. И везде Шива связан с белым быком Нади. Да? Это очень священное животное, священный бык. И когда говорят, что вот кто-то вот бык такой, да, вот как появился где-то или что-то как Бог благословил, высшие силы благословили на богатство, процветание, ну и на просветление, да, в жизни. Раз у вас настоящий такой бык выпал, белый, или белая корова, или белый бык, то это говорят, что вот сейчас у вас уже есть благословение высших сил. Значит, вы что-то очень много доброго в жизни, хорошего сделали, и высшие силы хотят вас наградить за это хорошее. Здесь вижу как будто знак зодиака Скорпиона или просто Скорпион. Скорпион — это символ возрождения из пепла, как говорят, птица Феникс, да? Ну, то есть он очень связан с птицей Феникс, и вот как возрождение из пепла, можно сказать. Интересно у вас тут. Так, ну если вы про себя что-то поняли, узнаете, давайте смотреть. Вот это вот половина кружки, да, это личная жизнь в ближайшие 3 месяца. Так, личная жизнь. Что тут у нас? Вот такой, как будто лиса такая большая, да? Ну вот я больше никак не могу. Лиса или крыса? Если крыса, то это год крысы кто-то, да? А если лиса, то это такой симпатичный, как бы красивый, да? Человек хитрый, но очень притягательный. Может играть для вас очень важную роль. А вот здесь я вижу котик или кошечка. Вот понимаете, лиса, котик, крыса, что это значит? Это человек себе на уме, да, симпатичный, но и многим нравится этот человек, вертихвост, да? У вас, может, вы 2 сапога пара, это называется. Допустим, вы киска, а он лис, да, или наоборот, вы лисичка, а он котик, например. Вот. Ну или она, если вы мужчина. И вот вы друг друга стоите, вы оба нравитесь другим. Сильно привлекательные люди. Но вы приглянулись и друг к другу. И у вас будет развитие отношений. Так, что я здесь еще вижу? Тут вот буква «С». Буква «С». Помните это стихотворение, да? Интерес, выходи на букву «С». Помните? Буква «С» не подошла. Я сейчас вспомнила почему-то из детства это стихотворение. Там кто-то кого-то рубил.
Он жену не полюбил, взял топор и зарубил, а жена не умерла, взяла сумку и ушла. Я как сейчас вспомнила. Не знаю, почему я сейчас вспомнила. Тут такое, как S, такая большая S. Ладно. Тут опять скорпион. Он вас преследует. Так. Тут у нас кто-то едет на лошади, на коне, скачет. Скачет на коне. А навстречу тут маленький всадник, а здесь большой всадник или всадница, да? Так интересно. Друг к другу едут. Может, вы друг к другу поедете, или вместе куда-то поедете, или кто-то кому-то мчать будет. Вот здесь вообще вижу корабль такой, да? Романтика, море, корабль. Может, вместе на море поедете. Так интересно. Тут опять кто-то вот как ведьма на метле летит куда-то, полетела, волосы развиваются. Может, вы человек со способностями, но и любовь у вас мистическая, да? Вообще очень интересные символы. Вот каждый увидит свое в таких символах. Свое, явно. Ну, посмотрите, сколько символов. Тут дерево вижу. Это здоровые, значит, все-таки в итоге отношения будут здоровые, да, или укрепленные. Перейдут серьезные. Тут вот кто-то тащит букет цветов ровно что, да, но это уже позже 3 месяцев. Большой букет. Знаете, бывают такие исторические события, когда тебе дарят 1000 роз. Может, что-то дорогой подарок будет или еще что-то в этом духе. Так, теперь что у вас с деньгами в ближайшие 3 месяца? И вот тут сразу вижу, кто-то на автомобиле куда-то гонит. Прям да, поехал кто-то. Но это символ того, что, может, вы много будете гонять на машине, вообще машина будет там, да? Или с разъездами связана работа, бизнес. Или кто-то вот на машине, что там с машиной. Так, вот здесь вижу такое движение, да, вот как будто, опять же, кто-то на всаднике едет, на мифическом льве большом. Или на большом животном каком-то. У вас какое-то большое дело должно быть, потому что фигуры крупные. Вот смотрите, у вас вообще, кстати, самая интересная кружка, да, и она такая с крупными фигурами. Вот здесь тоже вижу, как вот корабль большой, да. Шторм, будто, корабль, вот как все по волнам. Тут профиль человека, кто-то наблюдает, пытается оказать покровительство, высшие силы, да. Корабль, символ выхода из трудностей, опять же, смена деятельности, может быть, в лучшую сторону. Кто-то куда-то едет. Если лев, большая фигура, да, покровитель, финансовый покровитель, или человек со знаком зодиака лев, но очень сильный, мощный. Здесь вижу и лицо, и рыбу, да, рыба с лицом. Деньги, большие деньги могут быть от какой-то крупной деятельности. Причем не сразу это все устаканится, но очень интересно будет, все по сердцу и в другом, может быть, месте, чем вы сейчас, но очень интересно вам будет. И с какими-то прям большими людьми будете, что ли, работать или связаны. Или познакомитесь с кем-то, у кого есть реально большое влияние в жизни. Здесь вижу пальму, остров. Что это значит? Ну, конечно, отдых тоже будет, да? Куда съездите, отдохнете в тропические страны в ближайшие 3 месяца. Тоже интересно же, согласитесь. Так, а на дне что? На дне это то, что у вас в доме в ближайшие 3 месяца. Я вижу вот одну большую фигуру с руками, да, вот с большими руками. Вот как фигура, которая занимает весь этот дом. Это значит, что в вашем доме кто-то есть самый главный, да, или будет. В ближайшие 3 месяца кто-то основной, кто-то главный, да, в этом доме. Все остальные второстепенные люди. Так, что еще? Вот тут кто-то сидит, думает о чем-то, да? А тут как будто кто-то, вот я говорю, едет на мотоцикле или на коне. В доме может такое быть, что обстановка медитативная, практика проводится, йогой занимаются, да? Но опять же, с другой стороны, домой наездами. Может кто-то постоянно приезжать, уезжать домой, да? Из дома домой, из дома домой. Темной энергии многовато в доме. Ну и светлое есть. Но есть что-то негативненькое. Так, позже 3 месяцев
Тут прям светлая дорога, светлый путь. А вот здесь вижу фигуру большую, огромную мужчины. Видите, мужчина сидит. Так интересно, я его до этого не заметила. А сейчас вот именно так вот если так посмотреть, да, и вот мужчина сидит, так интересно. И вот наш вот позже 3 месяцев, видите, как светлый путь тут проявляется, да. Хоть он извилистый и все, но светлый путь. Тут вот как будто дерево растет. Значит, укрепится позже 3 месяцев ваше здоровье очень сильно. И, как я говорила, мужчина с большим букетом цветов, да? Как будто бы, если вам что-то подарят, ну вот как сюрприз какой-то может быть. Сюрприз. Очень интересно, очень интересно. Вот говорю, осветляется. Все равно вот большие светлые пятна осветляются. У вас и сейчас в жизни светлые, да, и вот будет светлое, будет светлое. Пройдете сквозь какие-то чуть-чуть проблемки, но все равно будет очень интересно и хорошо. Ну, вот такой ответ у нас по 3-й кружечке. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. Пишите, что срезонировало для вас, да, и до новых встреч.